Казахский как язык математики. Часть 2. В прошлом ролике из этой серии видео я остановился на многогранниках и многоугольниках. В различных науках очень важно бывает найти площади и объемы фигур, в том числе площади под графиком. Площадь — это аудана. У каждого района есть своя площадь, и они обозначаются одним словом. Объем — это көлем. Можно запомнить, вспомнив, что көль — это озеро, то есть водоем, а количество воды мы измеряем в мерах объема. Помимо сложения, вычитания, умножения и деления, есть еще операции возведения в степень, извлечения корня и нахождения логарифмов. Возведение в степень — это дәрежеге шығару или дәрежелеу, а противоположное действие извлечения корня — это түбірді шығару. Квадратный корень — это шаршы түбір. Слово түбір и переводится как корень или пень в обычной речи. Говоря же о применении математики в экономике, нельзя забывать о логарифмах. Натуральные логарифмы извлекаются из зависимой и независимой переменной, тәуелсіз тәуелді айнымалы, когда напрямую не получается построить линейную регрессию. Натуральные логарифмы переводятся просто как натурал-логарифм. В статистике очень важно находить среднее арифметическое и геометрическое. Орташа, арифметикалық, мен геометриялық, а также для выяснения, как данные отклоняются от среднего, находить стандартное отклонение. Стандартты ауэтку. Квадрат этого значения, дисперсия, на казахский не переводится. Еще в экономике и финансах широко используется теория вероятностей. Вероятность — это ыктималдық. В быту можно использовать более привычное слово мүмкіндік. Одно из применений концепции вероятности — это статистические тесты при разных распределениях. Нормальное распределение — это қалыпты таралу, қалыпты бөлу. Выборка — это тандама, а слово популяция не переводится. Продолжение следует.